Председатель Совета старейшин Владислав Михайлович Торосов. Республика Хакасия находится на юге Сибири, в Хакасско-Минусинской котловине. Тысячи лет назад здесь стояли дворцы, проходили торговые пути. И много народов приходило в этот благодатный край, и каждый обогащал собой историю этой земли. Одна культура сменяла другую, оставляя после себя курганы, наскальную живопись, крепости, чаатасы, растительные каналы. А еще предки передали древний хакасский язык, уникальную самобытную культуру, традиции почитания природы и взаимоотношений в обществе. Одна из них касается Института Совета старейшин, когда жизнью общины управляли наиболее уважаемые и мудрые представители старшего поколения. В отличие от органов власти, у этого института нет ни подчиненных, ни начальников, а есть старейшины, то есть умудренные жизнью, опытом, люди, которые собираются периодически и решают какие-то важнейшие, ключевые задачи, которые стоят, скажем, перед нацией. В современное время возрождение древнейшего института самоуправления произошло в 1994 году, после того, как Хакасия обрела самостоятельность и стала республикой. В Совет старейшин вошли самые уважаемые люди своих родов. По всему региону началось родовое движение. Впервые за многие годы стали подниматься острые вопросы сохранения родной культуры. И тот всплеск национального самосознания на многие годы вперед определил путь развития Совета старейшин. Совет старейшин занимается не только чисто вот этой этнической проблемой. Совет старейшин занимается и проблемами всей территории, всей республики Хакасия. Совет старейшин активно участвует в решении общегосударственных задач. Понадобились годы, чтобы Совет старейшин смог в полной мере выполнять свое предназначение. Первое десятилетие стало сложным испытанием для общественной организации. Диалога с правительством не получалось, и она не могла повлиять на решение целого ряда проблем хакасского народа. К тому моменту, когда Совет родов возглавил Владислав Торосов, работы накопилось много. Одним из первых учреждений, на которое обратил внимание Совет старейшин с приходом Владислава Торосова, стало Хакасское книжное издательство. Учреждение, созданное 85 лет назад и ставшее неотъемлемой частью истории республики, в начале 2000-х годов находилось на грани выживания, и, казалось, ни о каком развитии не может идти речи. Когда обанкротили, нам не передали никаких станков, ничего, материальной базы не было никакой. Через месяц Владислав Михайлович Торосов звонит, говорит, приходите. И он говорит, что все, мы нашли, говорит, спонсора, и мы вам покупаем оборудование. И вот это вот была та вот стартовая площадка, с которой мы начинали свое возрождение как издательство, как издание на национальном языке. Сегодня Хакасское книжное издательство – единственный исполнитель госзаказа на выпуск национальной литературы, в том числе учебников на хакасском языке. Об уровне их составителей говорит тот факт, что кроме Хакасии еще лишь 2 региона смогли пройти федеральный государственный образовательный стандарт. Возобновлено издание хакасских журналов для взрослых и детей. Но кому нужны книги и журналы, если дети не смогут их читать? Сохранение родного языка сегодня самый больной вопрос для коренных жителей республики. И, конечно, он является приоритетом для передовой части хакасского общества. Так свободно читать произведения нашего прославленного поэта и драматурга Михаила Кельчичакова в оригинале сегодня может не каждый взрослый, не то что ребенок. А ученики села Красный Ключ и говорят, и думают на родном языке. Поэтому закрытие местной школы всколыхнуло всю хакасскую общественность. Национальное село, национальная школа — единственное сохраняющее языковую среду, и вдруг такое решение.
Жители Красного Ключа и соседнего Малого Монако стали на защиту своей школы. Город уже брайлар, тюрепчилер балалар, кетсачушлар и бра казахтапшилар. А бізге надо позов Сталин алхалар үшін мындық школаларды чапсы хайдық тіл алхалақшылар хайжан мындық школалар чапсылар. Пока детей из Красного Ключа возят на учебу в Бондарево, но это временно. Правительство Хакасии пообещало не только отремонтировать старое здание, но и построить новую школу. Локальная смета отправили, значит, капитальный ремонт будет. Красный Ключ – село уникальное еще и потому, что здесь есть свой совет старейшин. Он также боролся за сохранение школы. Кроме того, совет активно участвует в жизни села, в сохранении языковой среды. Родник родной культуры бьет ключом. Ребята вместе с учителями сняли фильм о хакасской свадьбе и проводят конкурсы, в которых участвует все село. Все население, как и раньше, стараются воспитывать и учить своих детей в том направлении, как их требовала наша традиция. А біз kültürümüz Hakas тілінген қайырым қалыр. Күбізі же çoğtaşı, gazeta döküp basılçı, prayneme döküp basılçı, но кем аны идер хажан позывс, ün Hakas странный позывс. Для защиты своих интересов нужны и свои люди во власти. В этом плане национальный вопрос один из самых щепетильных. Однако авторитет народа напрямую зависит от того, сколько его представителей есть в правительстве, районных и городских администрациях. Совет старейшин с самого начала добивается изменения подходов к решению кадрового вопроса. Народ, который чувствует на своей земле ущемленным и отстраненным от руководства или присутствия власти, рано или поздно вынужден будет эти вопросы поднимать, и в каких пределах, в каких уровнях он это будет поднимать. Все зависит от того же народа, насколько, проще говоря, его допекут. В 2008 году о хакасском народе услышали с трибуны Организации Объединенных Наций. В форуме коренных народов участвовала делегация Совета старейшин. То выступление Владислав Торосов считает важнейшим в своей жизни. Нам хотелось рассказать, что есть такой народ, да, на земном шаре, да, и в том числе вот на территории Сибири проживает такой древний коренной народ. И рассказать о тех проблемах, которые у нас сегодня есть. 28 января 2015 года навсегда вошло в историю Хакасии. В этот день Верховный Совет утвердил ее гимн. Споры вокруг выбора главной песни республики шли несколько лет. Главную сложность представляли слова. Предлагаемые варианты, по мнению экспертов, не отвечали требованиям гимнического текста. После того, как была утверждена музыка композитора Германа Танбаева, свой текст написал председатель Совета старейшин Владислав Торосов. В таком виде новое произведение и было утверждено в качестве официального символа республики.
республики есть, а вот архитектурный ее облик оставляет желать лучшего. Чтобы исправить ситуацию, по инициативе Совета старейшин при Институте Абакан-Коммунпроект создана группа под управлением Марии Петровны Чистановой. И если хотя бы 10-я часть зданий в республике строилась по проектам этих архитекторов, ее гости сразу бы понимали, они приехали в Хакасию. Юрта Совета старейшин, жилая юрта, 11 вариантов памятников воинам в малых селах и другие сооружения. Наработок у творческой группы немало. И все же главная ее гордость – это проект мемориального комплекса воинам Хакасии на горе Самохвал. Комплекс был построен как раз к юбилею Великой Победы. Это выстраданное детище Совета старейшин, ведь были сложности с получением участка, поиском финансирования и согласованием проекта. Но слишком важной была идея мемориала, чтобы от нее отступить. Впервые создан памятник как древним, так и современным защитникам хакасской земли. Продолжая древнюю традицию по установке чаатасов, камней войны в честь погибших воинов, Совет старейшин выбрал и особое место для мемориала, почитаемую хакасами гору Самохвал. Это останется в истории на много лет. Сейчас в современном мире все же будут стремиться хранить эту теплоту, спокойствия и мира, которые завоевали наши деды и прадеды. Есть один день в году, который мы не вправе забывать. 30 октября, день памяти жертв политических репрессий. У 1000 расстрелянных нет могил. И этот памятник в Абакане — единственное место, куда их дети и родственники могут прийти и поклониться своим отцам. Всего на памятнике высечено 5000 фамилий, но в действительности невинно обвиненных врагов народа, предателей и кулаков в Хакасии было в несколько раз больше. Их имена из забвения вернуло общество «Мемориал». И это большой гражданский и человеческий подвиг его основателей, в числе которых Клара Романовна Кызласова. Ее отец Михаил Афанасьевич Кызласов, председатель облпотребсоюза, был расстрелян в 1938 году. Спустя полвека его дочь станет одной из тех, кто основал первое в Сибири общество жертв политических репрессий. Мы обратились, конечно, ну куда? К Александру Михайловичу пришли. Он попросил председателя суда Хакасского, чтобы он допустить нас в архив. Мы носили с собой Валерьянко, мы не могли. Если писала я списки, вот Николай Степанович сохранял их, то просто, понимаете, вот восклицательный красным карандашом. Но ни за что. Мемориал не состоялся бы без еще одного подвижника, Николая Степановича Абдина. Именно он возглавил общество, и в том числе благодаря его титаническому труду была составлена книга памяти. Немного хакасских фамилий. Кровавое лихолетие затронуло цвет народа и его лучших сыновей. Восстановление справедливости стало делом чести и для старейшин хакасских родов. Правда, жизнь должна быть, я считаю, справедливость жизни. Все должно быть поставлено на свои места. Высокой общественной награды, нагрудного знака «Человек года 2015». Совет старейшин разработал целую систему наград для поощрения лучших людей республики. На сегодня ими отмечены более 100 человек. Мы учредили орден за благие дела, который выдается всем людям, независимо от национальной принадлежности, за тот вклад, который они внесли в нашу Хакасию, в развитие нашей республики. Есть у нас орден род Палдархаса, гордость рода. Это орден вручается тем, которые все сделали для развития родового движения, для поддержки своего рода, потому что у нас есть и фонды рода по поддержке детей-сирот, по поддержке одаренных детей, по поддержке малоимущих и так далее. Есть, кроме этого, у нас орден Алыба, а этот орден мы вручаем тем мужчинам, которые действительно являются стержнем рода, стержнем хакасского народа. И Алып в переводе это же значит богатырь.
Совет старейшин с момента образования занимается выявлением сакральных мест народа и сохранением памятников древности. Самая яркая история касается возвращения на исконное место камня Хуртуй-Ахтас. Это настоящая святыня хакасов. Издавна они приходили к Хуртуй-Ахтас и просили защиты, благополучия для своей семьи, продолжения рода. Но в 1954 году археологи перевезли каменную праматерь в музей. И за те полвека, что она провела вне родного места, ее силы, как считали в народе, стали ослабевать. Как это мы, кто это верит, чтобы камень взять, перенести? Кто это верит? Но мы-то хакасы верим. Наши предки верили, они нас учили, а у нас, если кто-то не... В генах у нас это есть. И вот... Списки наши уничтожали. Придешь в правительство, а там еще до нас побывали люди. Они там сказали, да глупость это, чтобы камень перевести из музея. Сопротивление было, огромное сопротивление. Это лет 10, вот так все время, ну так скажем, астральное сражение было. Астральное сражение. В этом сражении победа оказалась на стороне народа, и сегодня Хуртуй-Ахтас – это одна из самых популярных достопримечательностей республики. Камень оберегают сотрудники музея, который немало обязан своим созданием старейшинам хакасских родов. На деньги Совета старейшин были изготовлены все основные документы и печать даже вот этого музея. На средства Совета старейшин Аскизского района, значит, была изготовлена изгородь. Местные жители очень большой вклад внесли, да, вот именно в создание вот этого музея. То есть можно смело говорить о том, что это действительно общественный музей. Легко ли быть многодетной семьей, а если еще и дети рождены от других родителей? Для Натальи Алексеевны Копчегашевой из села Трошкино таких вопросов не существует. Она вырастила своих детей, а когда случилась беда и племянницы остались без родителей, решила их удочерить. Раньше на Хакасу это было бы еще дитя оставить, вообще не. Хоть как-то все равно, во время войны же все же так, никто не страдал, тише. Наталья посмотрела племянницу, ну как так? Говорит, ну нельзя же так. Сразу мне говорит, что возьмем. Я говорю, конечно, бери, как. Сегодня у супругов Копчегашевых 11 мальчишек и девчонок. Одна большая дружная команда, которая быстро и со скотом управится, и в доме порядок наведет. Сама многодетная мать хвалить себя не умеет, но за нее говорят ее дети. Она хорошая, добрая, не ругает нас, любит нас, как своих детей. По вечерам мы рассказываем всякие истории. Мама рассказывает, какая она была, тоже младшая, как она в школу ходила. Мы тоже ей рассказываем, когда приезжаем со школы, мы тоже рассказываем, что произошло в школе. При содействии Совета старейшин 350 хакасских сирот были определены в семьи родов, а приемные матери ежегодно награждаются знаком «Человек года». Имеешь силу и ловкость, тогда и устоишь на ковре. Чуть коснулся земли – проиграл. Национальная борьба на поясах – одно из самых любимых состязаний у хакасов. Совет старейшин поддерживает ее развитие, и не случайно именно борьба занимает ведущие позиции в спорте Хакасии. А наши борцы успешно представляют страну на международных соревнованиях. Особенно интересна миру национальная культура. У хакасов сохранились героические сказания и музыкальный инструмент четхан. Есть у нас и свои мастера горлового пения. Творческие коллективы выступают по всему свету, открывая жителям разных стран, что такое Хакасия и в чем ее красота. Старейшины хакасских родов занимаются продвижением интересов коренного народа в самых разных областях. Организация добилась увековечивания памяти выдающихся деятелей науки и культуры. Издает литературу, призванную воспитать патриотизм у молодежи.
трудится над созданием многотомной энциклопедии региона. Эти и многие другие результаты ее работы стали неотъемлемой частью жизни Хакасии. Задач, которые необходимо решать для повышения уровня жизни коренного населения, еще много. Но как бы ни было трудно, все преодолимо, если народ будет един. В этом его сила, и лишь вместе старейшины сохранят свой народ, своими мыслями и делами закладывая фундамент его будущего. Yeah.